Видите, музыку потише делаем, без авторских прав, чтобы она не мешала. Так. Ну что, сегодня у нас будет поедание вот этих роллов. Наборчик такой роллов разные какие-то здесь роллы, вкусы разные. Я особо не разбираюсь, но попробуем, что это такое. Как бы экзотика японская. Ну, наверное, сейчас многие любят роллы, вот эти суши всякие, пиццы, шмиксы и так далее. Ну вот, в частности, вот тут заказали сегодня такие роллы. Служба доставки у нас в Якутске работает, значит, привозят, пожалуйста, вам за ваши деньги любые ковришки, как говорится. Вот в комплекте есть вот такие палочки. Вот тут панда даже нарисована. Смотрите, да, на палочках. На палочках панда. Тут и какие-то иероглифы. Так, да? Иероглифы какие-то. Еще что-то непонятное на китайском языке. Да? Китайский язык это. Хотя вроде бы это как считается японская, да, кухня роллов. Давайте-ка мы, кстати, посмотрим вот с помощью вот нашего помощника, вот этого телефона, что такое роллы, откуда они пошли. Так, выключу музыку. Так, есть вот такая вот кнопка волшебная, вот микрофон, мы ее сейчас нажмем. Роллы, история. Что он нам скажет? Так, роллы, история. Привет всем. Почем? А не знаю, даже заказали. За сколько, не знаю. Ну, недорого. Вроде бы как, так сказать, по карману среднему обывателю. Привет, да, привет. Уфа-Сити. Привет. У нас уже сколько времени? 10 часов. 10 вечера. Так, кто придумал ролл? Суши. Тут суши. Суши же это не роллы, я так понимаю. Добрый вечер всем. Ага, Людмила. Добрый вечер. Суши это блюдо традиционной японской кухни, вот как здесь написано. А также любимое лакомство каждого современного человека. Оно имеет интересную историю. Тырым-пырым. Ну, японское, я понимаю, да? Угу. 4. Привет. Ага, привет. Люблю море. Привет. 6 вечера, да. Это в Уфе, да? 6 вечера. 6 вечера, 4 часа разница, да, с Якутском, понятно. Японская, короче. Ну, тут, я так понимаю, что вот как они устроены, да, как их делают. Тут берут рис, тут берут какую-то начинку, рыбу, как правило, да, и, значит, вот это вот сверху, это кожа рыбы или что, как это называется. Давайте еще посмотрим роллы, как делают. Так, опять берем волшебную нашу. Так, волшебную берем нашу штучку и задаем. Так. Блин, что не сказал. Так. Так. Как сделать роллы? Так, вот, даже печатать ничего не надо. Вот просто так вот берешь, он тебе сам находит. Тут даже видео есть, пожалуйста, значит, как их сделать. То есть сейчас можно самому
если иметь набор определенный ролл. Морская капуста. А, да, я думал, кожа рыбы. Вот они вот так вот выглядят, роллы, да? Вот так вот. Классика. Но они тут, я смотрю, они в Питере 16:09. О, привет. Да, как там погодка в Питере? У нас, короче, я вчера снимал, что все засыпало снегом. Ходил там, бегал по улицам, подскальзывался, гололед был. Ну и что получилось в результате? Сегодня никакого уже снега, льда нету. Плюс 4 градуса, все растаяло, кругом лужи. Мгм. Привет, привет, привет. Солнца нет у вас, да? О, ну там Балтика, это понятное дело, да? Осенняя погода, хандра. Ну вот мы решили разогнать тоже как бы осеннюю хандру вот этими волшебными. Хм, был отвал. Отвал связи был. Так. Все заработало, я надеюсь, да? Почему, интересно, отвалилась связь? Так. О, короче, вот тут я понимаю, да, это вот такая штука продается в магазинах. Ее даже можно отдельно как бы есть. Я знаю, ага. И вот, вот это кожа, да, не кожа, покрытие такое. В Москве солнышко. Ух ты, здорово как, а. Ну, они тут вкус. Вот смотрите, какие всякие разные там начинки. Ну, давайте. Короче, еще в комплекте идет вот, значит, у нас вот сейчас так подается это соевый соус. Вот такая банка. Блин. Там в пакете, как она туго застегнута. Вот, все, расстегнул. Так вот она открывается. В пакетике идет соевый соус. То есть надо что с ним сделать. Он даже на этом. Смотрите, как он сделан. Его просто берем, открываем. Во. Видали, да? И просто повыливаем сколько надо. Ну давайте вот столько отолью. А это можно закрыть и в холодильник, допустим, да? Убрать. Так, потом идет вот такая вот горчица, да, это, так понимаю, вот это вот японская острая штуковина. Ну, в нее макают, и получается такой острый вкус. И, ну это же классика. Сейчас тем более в эпоху вот этого вируса, не будем его вслух называть, в эпоху этого вируса имбирь маринованный. Вот так вот он выглядит. Было солнечно, в Крыму пасмурно, дождик был, да? А вы сейчас где? В Уфе, да, находитесь, а не в Крыму? Вы, по-моему, ездите с Уфы в Крым, когда постоянно. Так, вот имбирь, короче, его тоже будем кушать. Соевый соус и сейчас я название вспомню, как это называется, горчица, японская горчица. Угу. Так, японская горчица. Что-то с стрим у нас отваливается. Странно, почему? Васаби, блин, точно. Васаби. Японский родственник горчицы. Вот что это такое. Который защищает от кариеса даже, кстати. 3 часа полета из Крыма к нам в Уфу. У нас квартира в Севастополе тоже. Ух ты, здорово. Типа дачка, да? Ну, это шикарно, шикарно. Так, короче, вот эта горчица васаби называется. Вот она так выглядит. Вот. Ее мы будем мазать на роллы. И вот все это макать в соевый соус.
и пробовать. Ну, там было больше, как бы, но я вот этих роллов, но я отобрал вот это немножко, как бы, там, куда мне хотя бы столько съесть. Ну, попробовать, как говорится, да. На дачке, не дачка, двушка у моря. Видео с балкона вы видели. А, ну, конечно, да, у вас вообще там шикарно так все. Парад вот этот, когда проходит парад военно-морских сил, да, ага, вы снимали, да, там корабли, все видно, вообще шикардозно, конечно. Хорошее место расположения. И там прямо на бухту вот эту северную, и видно сам Севастополь, вот этот памятник. Значит, все вот это шикарно, шикарно. Так, ну что, давайте. Так, еще вот такая есть кола, да? Вот такая кола есть. Вот кола написано. Но она как аналог той колы. Я что-то не рискнул брать колу. У нас, короче, я зашел, у нас, не представляю, 150 рублей Кока-Кола стоит. Поэтому я взял вот такую за 78 рублей. До день ВМФ прямо напротив дома проходит, напротив центра. Севастополь, памятным затопленным кораблям, Приморский бульвар. Ага, да. Вообще шикарно. Да, на $1 000 000 вид у вас там, конечно. Так. И чтобы вот запивать вот этой колой. Будем запивать эту всю еду. Так, вот такой стаканчик есть. И сюда мы нальем эту газировку, чтобы она лучше проходила. Ну, смотрите, как пенится. Углекислый газ. Так, налили. Так. 4 лайка. Спасибо. Так, давайте сначала, для начала я попью колы. Ой, какая она приятная, холодненькая. Ну, давайте начнем. Как мне лучше тут расположить все это дело, чтобы было видно все. Так, вот так. Так, наверное, да? Вот это сюда. Вот так вот. Палочки у нас есть. Сначала начнем вот с этих маленьких. С маленьких. Посмотрим их поближе. Фокусирую. Там, по-моему, огурец один, что ли. Рис и огурец. Точно, да? Ну, давайте. Так, сначала, как правильно я делаю, да? Надеюсь. Берем макаем ее с одной стороны. С другой стороны макаем. Так, надо вот эту штуковину помазать как-то. Так, куда ее сюда положить? И берем вот эту васаби. Я вот столько взял. Немножко, наверное, да, поскольку она острая. У кого больной желудок, лучше, конечно, не злоупотреблять васаби вот этими остротами. Так, потом берем мы... Ой, как ее взять-то, а? Этими палками. Надо... Ой, какая она большая, а? Наверное, будет прикольно, если я так сделаю. Так вот, берем, ложим сверху. Так вот ее берем. Эту роллу берем на васаби и еще дополнительно сюда макаем соевый соус и отправляем в рот. Ну, огурец конкретно, да?
такой жесткий, ё-моё, как разуёт. Фиг разуешь этот огурец. Васаби дает остринку, а соевый соус дополнительно, значит, делает соленым его, как бы, ролл. Так, давайте просто попробуем без приправы, как он по сравнению, ну, без вот этой васаби, соуса. Да, не, это совершенно не то. Так оно не годится. Так не годится есть. Например, как будто бы кашу без масла ешь. Надо обязательно надо взять ее, помазать васаби, можно даже побольше. Вот столько вот, я думаю, хватит. Потому что как раз самая изюминка вот в этих роллах, она вот в этом васаби. И имбирь обязательно. Имбирь. Он тоже дает определенный вкус, слой вкуса. Добавляет объема. Нет, и потом я эту положу. Имбирь потом положу. Сейчас нам надо его положить вот сюда, вот так вот. Лучше даже можно их замочить заранее, да, чтобы они, вот я так и сделаю, наверное, вот эти обе возьму их сюда, положу, она замочится как бы, да, с двух сторон даже мы сделаем это дело, чтобы пропитался соевым соусом этот рис, он безвкусный здесь, поэтому мы его пропитаем соевым соусом, пускай он настоится. Так вот, да, так вот. Ну, я особо не любитель этого дела, да, как бы. Но сейчас такая мода, вот, как бы, тем более осень. Чем-то же надо заниматься в свободное время. Так, и сверху ложим лист имбиря. Лист имбиря ложим. Ну, палками вот этими как-то не супер удобно, слушайте. Выскакивает, надо вот так вот защемлять. Вот в этом месте. И там вытекает. И отправляем по месту назначения. Да, вообще, это, конечно, как он ждет вот это, он в нос даже отдает, в нос стреляет васаби. А от имбиря вот этот вкус появляется дополнительный. Такой немножко сладковатый, солоноватый, такой с изюминкой такой вкус. Ну, а соевый соус это подсаливает дополнительно еще. Поэтому обязательно ешьте роллы. Одни их нельзя есть. Их надо вот с этими 3 ингредиентами. Дальше берем. Вот таким образом. Ну что-то тут вообще рыбы никакой нету. Обычно же рыбу ложат, да? Обычно рыбу ложат. Так вот мажем. Так он у нас пропитался соевым соусом. Этот рис. Это просто замечательно. И вот такой кусочек имбиря. Сверху ложим, сверху ложим. Блин, как палками. Непривычно работать. Так, вот такой вот у нас. Ну, фокусируйся, вот. Далее, да? Вот так вот. Так, приятного аппетита всем. Так, сегодня кормим число 9, да?
Суббота. Завтра 10. О! Ну и блин, в нос шибануло. Так конкретно вот эта горчица васаби в нос шибает. Она прочищает даже нос. Но если у вас какое-то простудное заболевание, там ЛЗ сейчас много, да? Вот эта штуковина васаби, это самое то. Его даже можно, если он останется, да, после вот поедания этих туш, его можно даже с чем-то другим, с другой едой вполне. Но это горчица, да, это горчица. Так, ну и последний вот этот съедаем. Там помажу. Вот столько я васаби взял. Вот. Васаби. Все же есть вот эти наши названия. Горчица, блин. Не, надо придумать вот это какое-то японское. Все это японское. Ага, и вот это вот. Так. Опс. Вот он листик маленький какой, смотрите. Как раз по размеру. Так, берем. Капает, а? Капает. Бесподобно вообще. В нос сшибает. Первое ощущение, это то, что у вас нос, он раскупоривается, просто раскупоривается, раскрывается благодаря остроте вот этого васаби. Даже открываются как бы поры, вот это все, и вы лучше ощущать вкус начинаете роллов. Да, ну огурец, я не знаю, конечно, ерунда какая-то там внутри лежит. Так, давайте дальше пойдем. Вот этот съедим. Ролл. Смотрим, из чего он состоит. Не пойму, что там такое внутри. Что-то черное. Какие-то зернышки вот такие, смотрите, да? Покопаться, что ли? Может, тут рыба даже какая есть? Ну, я не знаю. Слушайте, рис. Что-то вот такое черное. И еще вот это что-то лежит. Я не знаю, это надо было вот это, как он называется, из чего состоит, да, посмотреть. Состав же пишут, да, и тогда я бы вам сказал, а так мы будем догадываться только. С вами будем догадываться. Так, я его опускаю. Опускаю. Теперь мажу обязательно васаби. Без васаби вообще эти роллы, их смысла нет есть. Угу. То есть не будет у вас вот этой остринки, а смысл какой тогда? Азиатскую кухню, она же вся острая. Поэтому васаби, имбирь, вот это вот остренькое надо обязательно добавить. Сами-то роллы не пресные. Там что, там соли нету, ничего нету там. Короче, такой рис. Вот такой ролл. Капает, а? Слушайте, я сейчас нагажу точно. Жестковато жуется. Жестковато. Он уже более такой мясистый. По сравнению с тем, который был предыдущий, да? Маленький вот этот черненький. Тут уже можно сказать, какой-то белок есть. Ну какой белок, я даже не знаю. Рыба, не рыба. Мясо, не мясо. А может вообще что-то другое. Но по вкусу он очень приятный. Очень приятный по вкусу. Такой мягкий.
Вкус даже сливочный, я бы сказал. Вкус. Давайте еще. Упс. А, вот тут смотрите, тут лучше видно. Кстати, он помазан какой-то здесь сверху. Что-то помазано чем-то, как будто бы нарисовано. И сейчас мы посмотрим устройство. Так, я вижу здесь огурец и какую-то массу. А вокруг находится расположен рис. Ой-ой-ой. Короче, слетает. Так, берем дальше. Мажем. Тут даже можно больше намазать васаби. Как неудобно, а, вот этими штуками. Палками этими мазать, а. Так, мажем. Хочется просто взять руками. Хочется. Такое ощущение, что у тебя какие-то костыли вместо рук, и вот ты ими это самое орудуешь. А что у нас в комментарии-то? Кто-нибудь что-нибудь пишет? В чат видны все сообщения. Ну, где видны все... Ага. Почему-то у меня чат пропал, а, слушайте. Я обычным добро пожаловать. Эта масса называется краб-паста. Крабовые палочки с мазикой. Как называется? Путшехазуп. О, Господи. Спасибо. Приятного бутера. Спасибо. Вот это дело, да. У меня там красная рыба есть. Пойду бутер сделаю. Конечно, но это невозможно смотреть. Ага, обязательно там чаек, кофеек, значит, что-нибудь еды какой-нибудь себе. А то я даже вот стримы, те, которые смотрю, да, я не могу без еды их смотреть спокойно. Надо обязательно что-то, либо чаек, либо там мороженое, либо еще что-нибудь взять и есть. Тогда самый смак такой получается. Так вот мы так вот делаем. Его волозим там, чтобы он пропитался. Не знаю, из чего состоит. Это надо зайти, видать, на сайт этой фирмы. Я не знаю, где-то у нас заказали. Я не заказывал. Поэтому ничего не знаю. Вот есть то, что есть. Вот эти вот роллы есть и все. Палки есть. Васаби есть. Имбирь есть. Вот их и едим. Так. Так, вот такой вот у нас вид. Теперь берем его и... Во рту как будто пламя, знаете, да? Как будто вы взяли вот этот бензин или что, и рот подожгли. Вот такое дыхание дракона от этого васаби. В этом смак. Какой смак, конечно. Надо запить из колы. Кола смола. Поэтому, да, надо обязательно еще брать колу вот этой всей еде. Тогда самое то получается. Такой топчик. О, вот эти пузырьки тоже. Пузырьки, видите, да? Пузырьки, они в горле, во рту тоже добавляют особый шик такой, как бы. Что-то там пузырится. Ой, вообще бесподобно. Сочетание, короче, роллов с колой. Это, тем более еще васаби, имбирь. Ну, это я не знаю. Так, теперь давайте вот эту вот с икрой попробуем. Вот этой красной икрой. Наверное, очень дорогой ролл, я так предполагаю. Давайте мы сначала его посмотрим поближе.
Елки-палки. У меня такое ощущение, что сейчас все вывалится. Так, вот. Икру видите, да? Что-то с нее сваливается мне на руку. Икра, рис. А внутри что, давайте. Так, её на бок положу. Во. Рис. Видно, да? Икра вот это вот. И мясо. Это похоже мясо, да? Давайте потыкаем ее. А нет, это какая-то масса. Потому что она вот так вот легко. И, конечно же, огурец. Вот здесь вот запихали они этот огурец. Могли что-нибудь другое запихать, я не знаю. Обязательно вот надо огурцы запихивать. Так. Все. Сначала я беру васаби. Смотрите, как много я взял его. Вот, столько я взял. Теперь мажу. Биомассу вот эту мажу. На биомассу. Биомасса же, да, это биологический продукт у нас. Да. А я думал, что будет снег лежать, а у нас весь он растаял. Представляете? И сегодня вообще снега не было. А таять, он, говорит, начал уже с обеда вчера. С обеда вчера. Правильно я говорю? С обеда вчера таять начал. Так, горчицы мы вот этой намазали японской. Япономатата. Так. Сейчас вообще японская вот эта вот как бы культура у нас популярна. Да? Я правильно говорю? Вот эти вот их анимации, аниме. Там и так далее. Все вот эти вещи. Так, ее перевернуть бы. Ладно, не будем. Так, берем. О, столько вот нормально. Беря. Да что он липнет-то, а? Так, давайте я пока почитаю, кто что пишет. Почему-то... Так, октябрь еще. Да, октябрь, да. Ну, не знаю, нападало, я думал, что все уже. Просто столько снега было, что все под снегом было. Типа рыбной пасты. А, да. Имитация икры. Угу. А что, не натуральная, что ли, икра? Я думал, натуральная. Опять имитацию подсунули, да? Руки вверх по-русски. Уфа-Сити. Put a hands up. Put your hands up, да. В Японии мужчинам дозволено есть суши и роллы руками. Женщинам можно есть только палочками. Спасибо, Аст. Да, правильно я вас назвал? Это масса на крабовая паста. Краб палочки с мазикой. С мазикой. Ага. Спасибо, приятного бутера. Вот это дело. Ага, прочитал. Как, почему чат-то скрывается? Вот это я, короче, пользуюсь приложением, которое стандартное в телефоне, значит, ну, у меня обычный телефон, не iPhone, конечно, да, обычный телефон, Realme. Угу. Realme фирма такая китайская есть. Ну, вот у него стандартная эта программа стоит, да, Android какой 11, да, ну вот. Все, я через нее стримлю. Ничего, никакими другими программами не пользуемся. И там вот этот чат, он то его видно, то его не видно. Непонятно. Не доделано, что ли. Так, как мне его ухватить-то, а? Слушайте, это целое дело. Ё-моё! Он тяжелый. Так. Катастрофа. Катастрофа. Да, надо нажимать. Блин. Смотрите, он развалился, ролл. Ролл развалился. Дайте я руками. Мне что-то уже нервов не хватает никаких. Я просто... Все, его надо ложкой есть уже. Он распался, пока лежал вот в этой, значит, и распался. Ай-яй-яй-яй.
Так, авария. Авария. Авария, это, блядь, я его закреплю здесь. Так, что-то там нажимает еще. Ё-моё. Авария случилась. Видали, да? Что творится? Короче, его нельзя. Катастрофа. Долго мочить, иначе он размыкает и ай, беда, 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 беда. Телефон аж на пол упал у меня. Вы видали, да? Так, почитаем. Говори, не ешьте руками. Типа рыбной пасты. Видали. Так, давайте-ка мы тут немножко приберемся, я думаю. Такая, короче, ерунда, везде этот рис валяется. Надо немножко прибрать, еще накапал этот соус. Так, давай вот так сделаем. Я подвину. Ой, тут везде. Ну, так, эта ролла, она везде валяется. Надо почистить. Сейчас я возьму тряпку, почищу, чтобы было более-менее презентабельно, да? Тут крошки всякие. Ну, он отваливается. Если это зерна там какие-то, еще что-то, все валится, сыпется. Поэтому вот. Ой. Ладно. Более-менее стало. Более-менее. О, нормалек. Так, а это сюда мы добавим. Эту солью я. Сполосну. И сюда мы добавим, вот здесь у нас в таком пакетике соевый соус. Вот додумались. В пакетиках уже соевый соус наливают. Вот столько нальем соевого соуса. Так. Красота. Угу. Я говорю, вот эти палки, они тяжелая получается, эта штуковина. И надо ее, короче, как-то держать. Она не держится, она, короче, вот если долго в этом соевом соусе держать, он начинает отваливаться. Там вообще здесь слиплись. Короче, я буду поступать по-другому теперь. Буду поступать по-другому. Я просто возьму. Где васаби? Шикарный васаби. Где просто вот так возьму. Помажу. Так вот васаби. Потом имбиря возьму. Вот так вот. Просто руками. Так вот. Ну а это уже я палочкой. Надо тренироваться. Понимаете? А я же ими не ем. И вот такой вот бутерброд. Бутерброд. Мы отправляем в рот. Бутерброд отправляем в рот. Вау, какой кайф, а? Хорошо, у меня после падения телефон-то целый остался. Слушайте.
А то я думал, разбился, и связь прекратилась. Запиваем колой. Самое то. Я уже не знаю, наверное, с чем сочетается роллы. С каким, ну, с водой, просто водой или же. Ну, с чаем однозначно сочетается. Чай это как бы отдельно, там пирожные, мороженое. Вот, с ним, да. А роллы сочетаются. Так, и теперь пробуем вот этот вот. Такой вот белый у нас. Тут чем-то, какими-то зернами обсыпана вот эта масса белковая. Мажем, 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 мажем. Тоже подключайтесь. Сейчас с вами какие-нибудь новости посмотрим еще интересные. Кроме погоды. То, что у нас весь снег растаял. И вроде бы опять весна. Ну, радует это, конечно, радует. Выходные, можно погулять, походить. Чем вот этот все-таки мороз, да? С другой стороны, мороз, он и нужен нам мороз, чтобы вечную мерзлоту проморозить, да? Правильно говорю? Правильно. Без мороза как-то не так. Так, и теперь вот этот состав роллов мы погружаем сюда. Соевый соус. Так, лишнее пускай скапает. Блин, да что такое, а? Ой, трагедия жизни. Так, придется так вот. Короче, я буду вот так его есть. Он еще на руку мне капает. Так что эти палочки, если кто не умеет ими есть, да, нормально, лучше их убрать. Лучше руками. Давайте руками. Вот. Ролл. Сверху у него чем-то помазано таким интересным. Чем это помазано? Чем-то помазано. Такой состав. Люблю море. У нас в Москве на солнышке показывает плюс 25. Ух ты. В общем, пусть японцы сами своими палочками. Правильно, правильно, правильно. Палками пусть его. Я говорю, он, пока его вот макаешь, да, вот в эту штуку, соус, он делает, размягчается, и уже когда ты его палками вот так вот сдавливаешь, да, палками сдавливаешь, он, давить приходится довольно сильно. И он от этого давления, он, короче, разрушается. Поэтому нафиг. Давайте вот так вот сделаю. Я палками буду только вот это вот васаби мазать. Вот оно васаби. Ну, фокусируйся. Блин. Он не может. Ну, не iPhone же, конечно. Ладно. Так вот, мажем, мажем, мажем. Остренькая сейчас, конечно, вот она самое то в такую погоду мерзопакостную. В Москве солнце, но у нас тоже, в принципе. Просто то, что тоскливо, то, что впереди зима будет. Ух ты, какой листик большой, смотрите. Впереди зима будет, вот это все дело. Немножко как бы... Ну, а отчасти зима даже интересно, да? Зимой он как красиво. Снег кругом лежит, санки там, коньки. Так, во, по-человечески наконец-то я. По-нашему. Так, хорошенько промокнул, встряхнул, чтобы вот это вот не капало. Да?
Даже руками вкуснее, когда ешь, вкуснее, честно вам скажу, чем вот этими палочками. Жуем, тщательно пережевываем. Можно даже запить кока-колой. Сейчас мы подольем. Кока-кола. Как мы без кока-колы жили бы, да? Какая жизнь была бы пресная. Так вот кока-колу налил. И сразу радостно делает. Смотрите, какие пузырьки. Все, да? Прямо пузырится. Все так. Он не выходят. Да? Они немножко брызгает, как бы. Газики выходят, вот эти вот углекислые. И она шипит. Слышно, нет вам? Даже не знаю. Там часы у меня на стенке тикают. Немножко так. Шумят. Так, давайте запьем это дело. Так, и у нас осталось раз, два, три ролла осталось. Кстати, вот эти семена с этой роллы не высыпались сюда. Ну, видите, сколько их тут плавает, этих семян. А почему так много, вот у меня все время вопрос, почему так много имбиря ложат к сушам? Это на несколько порций или все? Ну, там больше было суши вообще. Но он обычно все время остается. После этого поедания ролл, вот остается соевый соус, имбирь остается и васаби остается. Чего так много? Кто-то вот съедает, что ли, все это васаби, весь этот имбирь, даже не знаю. Это его, по-моему, в 2 раза больше ложат, чем нужно. О, хорошо пошло. Хорошо пошла кола. Она обязательно потом вот так вот с таким выходит наружу, с такими звуками, чарующими звуками выходит наружу. Так, помазали. Так, теперь вот эту штуковину. Имбирь. О. Такой листик, смотрите какой. Имбирь же это вообще корень, да? А вот его делают, смотрите, каким образом. Типа нарезают, типа он листья получается, типа листья. На самом деле это корень, кто не знает. Ну, по-моему, сейчас все знают, потому что, кстати, у нас противокоронавирусная сейчас диета. То есть у нас здесь имбирь, васаби, горчица, да, острая, которая убивает все там, весь этот вирус, коронавирус, грипп убивает, все подряд он убивает. Короче, вот это сейчас надо есть в нашу вот эпоху. Сейчас тем более что-то говорят, что самые вот эти дни такие очень, где много заболевших, вот в эти дни, ага, рекорды какие-то, все по количеству больных, поэтому надо обязательно заказывать вот роллы, суши, остренькую китайскую еду, которая вас защитит и вылечит, если вы даже с этим вирусом ходите. А кто знает, вы ходите, вот не ходите. Если вы тест не сделали, да, ПЦР, вы можете с ним проходить и переболеть, и не будете даже знать про это. Давайте я еще намокаю. Так, и теперь мы вот эту штуковину это непередаваемо.
Это непередаваемо. Ну, кот зашел. А коту что надо здесь? Он голодный. Показать вам кота. Сейчас покажу кота. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Он у него там кошачий корм. А что ты роняешь-то, а? Что ты роняешь? Кот. Блин, он какой большой. Вот у него хвост. Рыжий кот. Ну-ка давай скажи зрителям канала. Скажи что-нибудь. Ест. Проголодался. Ему уже лет, наверное, 7, я думаю. Или 8. Он такой вот большой. Для сравнения, вот моя рука. Он ему сегодня даже там молочко налили. Но он привык. Покажи, что ты ешь. Покажи. Вот это вот кошачью еду, магазинскую. Что нюхает? Нюхает. Кошачью. Причем вот обычную еду он не ест. Только вот эту кошачину. Ну ладно, не будем ему мешать коту. Продолжим нашу еду. Кота, кстати, звать Барсик. Кому интересно, как его звать. Ходит, сам двери открывает. Когда надо ему, он все откроет. А когда не надо, ему ничего не надо. Так. Так, посмотрим. Чатик, чатик, чатик. Коту курочки дайте. Ай, рыжий, красоту. Колы нет, но есть минералка. Не, думаю, минералка, она соленая. Лучше, я думаю, что-нибудь такое вот сладенькое. Подсластить жизнь. Осенью надо сладенького больше. Кстати, у меня есть... Сегодня, наверное, я не буду делать. Завтра сделаю стрим. А есть у меня вкусняшки. Вкусняшки. Довольно-таки много, да? Я думаю, их надо во время стрима нам с вами попробовать. Не буду говорить заранее, что за вкусняшки, да, как бы, чтобы был интерес определенный, но такие вкусняшки, от которых текут слюнки, там то все. То есть, я думаю, наверное, завтра запилить тоже стримчик вечером, да, и мы с вами попробуем их. Эти вкусняшки. Потому что, а что делать? Что делать осенью, скажите? Ну вот, у кого-то еще теплая, да, осень, октябрь, да, бывает теплый, да. И вот я смотрел сегодня, кстати, Геленджик. Геленджик — это Черное море у нас, да, где-то недалеко от Анапы. Геленджик смотрел я. Там люди купаются, загорают, как летом. Как вот это бархатный сезон, когда, да? То есть температура 30 градусов на солнышке. И море теплое. Ну, там бухта в Геленджике, да? Знаете, наверное, все, да, такая бухта. Короче, люди купаются, загорают. Довольно много людей. Я так обалдел. Там где-то показывали в Крыму, там все замерзшие, там ветер дует, волны такие свинцовые. А здесь вообще шикардос, значит, я говорю, бархатный сезон такой, настоящий, как бы. То есть то холодно, то жарко, то есть кидает природу куда-то. Так, все, я опускаю ее, эту роллу. Такой букет у нас, бутерброд из роллы, васаби и имбиря. Так, берем. Лишнее, чтобы не капнуло. И в рот отправляем, в рот.
Просто когда во рту, говорить неохота. Хочется наслаждаться этим вкусом, этим букетом вкусовых ощущений, вот этой остротой васаби, имбиря. Да, я бы огурец не ложил, честно говоря. Что-нибудь другое положил бы. Но так принято. Кстати, сегодня смотрел по ютубу канал одних блогеров, они живут в Китае. И они зашли в магазин. Продуктовый магазин в Пекине. А я удивился ценам на овощи. Короче, арбуз, один, на наши деньги, да, 11 рублей килограмм. Капуста 14 рублей. Пекинская капуста 11 рублей килограмм. Мандарины 40 рублей килограмм. Апельсины 30 рублей килограмм. Вообще копейки. А у нас картошка у них там рублей 20 килограмм. Или 14, или 15, короче. А у нас картошка, знаете, сколько стоит? 70 рублей килограмм. Золотая картошка. Ну, говорят, в этом году типа не урожай, там то все, типа того. Не знаю, ну, наверное, больше накручивают торговые сети, все эти бизнесмены, блин. Так, последний у нас остался ролл. Последний ролл. Ну, не знаю, вот это, по мне, вот эта ерундистика, да, вот эта каша рисовая, да, с какими-то добавками. Вот и все. То есть ее они взяли, завернули вот такой рулончик, да, получился ролл. Фу. Получился ролл, вот и весь шик, не знаю, ну имбирь, вот это все. А можно то же самое взять в тарелку, смешать, как-то без лишней возни. Думаю, нет, тут еще подмажем. Еще подмажем вот здесь вот. Поскольку у нас последний ролл, надо его съесть, чтобы он оставил самые неизгладимые впечатления. Так, теперь берем лист имбиря. Один берем. Так, второй. И вот так вот. Вот столько я наложил. Так, теперь берем руками его, ложим в соевый соус. Кока-кола еще дает о себе знать такими вот выбросами газа. Так, нормально, по-моему, да? Все нормально, не рассыпется она, пока я донесу ее. Ну что, последняя роллина отправляется в рот хозяина. Пожар, люди, пожар. Что я этого наложил? Аж полыхнуло пламя такое, как будто бы... Ну, хорошо прошибает, слушайте, нос хорошо прошибает. Говорят, раньше даже как бы табак нюхали. Специально, чтобы вызвать вот раздражение в носу. Раздражение в носу, что чихнуть. То есть, как бы, чтобы вот заразу эту из себя, которая там скопилась, ее убрать.
Ну, раньше давно, что при царе. Ну, все. Все мы поели. Все съели. Осталось. Вот смотрите, сколько этого васаби еще можно есть прилично. И имбиря почти половина, да? Соевый соус остался вот столько вот в пакетике. Это нам все пригодится, я думаю. Так, уберем в сторонку. Так, я совсем забыл, это же еще не все. Запиваем колой. Нормально. У нас еще есть. Сейчас я вам покажу, что есть. Вот что есть. Пицца. Пицца. Как же без пиццы никакой трапезы не получится. Надо обязательно пиццу. Так, давайте ее разогрею. Да? Вы не против будете, если я эту пиццу разогрею? Ну, по-моему, у нее помидорки там, да? Сыр. Еще что-то. Сами смотрите. Так, микроволновочку включаем. И на секунд, сколько? 30 секунд, я думаю, хватит, да? 30 секунд хватит. Поэтому разогреем. Так, а пиццу что, тоже с колой, что ли? Или чаек? Давайте с чайком ее лучше. У нас есть чаек. Вот на выбор, пожалуйста. Зеленый чай. Вот такой вот. Как правильно-то? О, так вот. Барон Мюнхгаузен, да? Цейлонский настоящий чай. Зеленый чай. Цейлон ти. Барон Мюнхгаузен на таком шаре. 32 мая, да? Трикстер. Так, по-русски-то есть. Во. 25 пакетиков. Зеленый чай. Довольно прикольный. Мне понравилось. Сегодня пробовал. Чай зеленый цейлонский, пакетированный. Угу. Такой вот чай. Вот такой чай есть. И вот такой чай есть. Азерчай. Тут неплохой. Ага. И чай. Так, травяной чай, да, липовый. Липовый чай. Вот такой вот. 20 чайных пакетиков. Так, вот такой травяной чай. Липа. Со с липой тоже чай, я даже не знал. Я думал, что пьют вот этот Иван-чай. Кстати, вам показать Иван-чай. Какой есть Иван-чай. Вот недавно гостили таким чаем. Так, давайте-ка комментарий прочитаю. Так, пицца разогрелась. А также ловила кротов и птичек. Да, кошка запасы делает. Китайцы все сами выращивают. Да, вот я удивился. Цены на овощи, фрукты вообще копейки. Вообще 11 рублей килограмм капусты. Там 20 рублей килограмм, там, или даже 14 рублей. Это причем в супермаркете в Пекине. То есть я не думаю, что это какой-то дешевый магазин был. То есть люди зашли, там наши блогеры были, и сняли все досконально. Я удивился. То есть на рынке, наверное, еще дешевле все это дело. Как бы, ну, вот, а молочные продукты, я причем посмотрел, да, они стоят даже дороже, как у нас. Мясные, молочные продукты в такую же цену, да, как в России,
Может даже чуть дороже. Эта коробочка не от него. Вот иван-чай, смотрите, какой чудный иван-чай. Такой вот цветки с цветками. Ну, тут смешанное, я смотрю. Вот такой вот. Можно его заварить даже. Давайте его такой заварим, да? Иван-чай, он же полезный. Берем чайник. Сейчас я еще по старинке вот так вот спичками все. Спичками. Кто зажигает газовую плиту спичками, ставьте лайк. Вот так вот. Главное донести и зажечь. Люблю все-таки вот это такое все, чтобы было как без этого всякого электрического поджига, там вот этой всякой ерунды. Так, сейчас я положу все эти приправы в холодильник, чтобы они в холодильнике пускай лежат, им там не достать. Там васаби. Так, уже чайник закипает, кстати. Ну, а этот, давайте посмотрим. Это, значит, иван-чай у нас такой вот. Вкусный очень. А это барон Мюнхгаузен. Не знаю, первый раз такое название увидел, но вот он, особенность его в том, что он запакетирован в такую вот фольгу. Видно, да? Такую фольгу. Ну и сами пакетики с ярлычками, они вот такие вот у нас. Ну, тут написано: цейлонский чай запакован в Шри-Ланке. Шри-Ланка. Видно, да? Шри-Ланка. То есть натуральный, нормальный чай, ага, такой зеленый. Классика. Какой запах. Прямо одно удовольствие. Ну, это липа. Сейчас мы посмотрим. То есть здесь у нас пакетики, да, они еще дополнительно вот в таких упаковках, чтобы, видать, этот запах, не аромат, он не выходил. Открывается довольно легко. И вот сама эта липа такая вот она. То есть это травяной чисто чай с липы. Вот такой вот он. Так, сейчас вскипит. Чайник мы заварим. Чаек заварим. Так, немножко я наклоню. Вот так вот, таким вот образом. Блин, как он мне сегодня упал телефон-то, я просто в шоке. Просто в шоке был. Не, я главное испугался за сохранность телефона, чтобы он целый остался. Ну и связь не прекратилась, кстати. Связь осталась. Ну вот такой липовый чай тоже. Ну, черный уже надоел, честно говоря. Черный этот пить. Поэтому сейчас надо вот эти травяные чаи пить, они помогают. Кстати, от этих всяких болезней тоже больше жидкости надо пить, чтобы не подхватить, чтобы эту инфекцию, да, чтобы уводилась. Так, сейчас закипит. И смотрите, еще вот подстаканник, как в поезде, да, когда едешь в поезде, вот такой вот Павелецкий вокзал. Подстаканник из латуни, граненый стакан, как положено, стекло, все натуральное, стекло, и этот из латуни сделан. Мы видим здесь поезд РЖД. Это я купил его в поезде, 1200 рублей такой подстаканник стоит. Как память, то, что мы ездили, довольно много проехали мы на поездах. Практически мы проехали, ну не за раз, конечно, да, ну, вот практически, если так учесть, от Владивостока до Омска
А в этом году мы от Новосибирска проехали до Симферополя на поездах, то есть практически через всю Россию. Было бы, конечно, интересно скатать до Калининграда, самой западной точки. Сейчас такая возможность появилась. Ну, вот единственное, что, конечно, время, да, время, то есть долго ехать. Вот Калининград, кстати, здесь написано Москва. Вот такое. Кстати, вот такие же подстаканники сейчас в поездах есть. Ну, а раньше, знаете, какие были? Сейчас вам покажу. Никуда не убрал. Есть вот. Такие вот раньше были подстаканники. Он потускнел. Это Мельхиор. Вот это чисто советский уже подстаканник. Мельхиор, сплав никеля с мидью, по-моему, что ли. И вот он тускнеет. Тускнеет, на нем вот это вот патина появляется. Ну вот сейчас я покажу, как его можно сделать красивым. Так, вот, все тут кипел чайник. Давайте Иван чай заварим. Пока заваривается, я вам покажу, как. Так, Иван чай. Вот, наверное, его много не надо. Вот столько, я думаю, хватит. Потому что потом разбухает. Вот смотрите, вот такие вот цветочки плавают. Так, и сейчас я вам покажу, как чистят эту штуку. Ну, просто сейчас минутку, момент. Так, пока он настаивается, Иван чай, его, наверное, лучше прикрыть чем-нибудь, да? У меня тут есть крышка такая из-под банки. Я вот так закрою, чтобы он настаивался. Так, для этого мы просто берем вот такой зубной порошок. Зубной порошок берем и кусочек ткани, да? Либо так. Опс. Зубной порошок. Ну, можно зубную пасту использовать, кстати. И вот такой вот. Это, короче, войлок. Войлок, такая палочка. Не знаю, чего-то она у меня осталась. Эта палочка. Берем ее сюда. Так вот. Сейчас накрушим же, ё-моё. На эту. Ну ладно, я стряхну потом. Или что-то подложить. Сейчас я лист бумаги подложу. Лист бумаги. Лист бумаги подложу. Так, это все сейчас в сторонку. Все убираем. И сейчас будут происходить чудеса. Чудеса будут происходить. Так вот. Трем.
Вы видите, да, что начинает рисунок вот проявляться. Так, сейчас я это полотенчиком вытру. Смотрите, какой рисунок стал. Видно, да? То есть он прямо был такой тусклый, и вот он проявляется. Вот так вот. Его оттереть, если он получается у нас белый. А это, смотрите, какая черная стала от того, что вот так вот, если трем, надо побольше. Тут маленький кусочек, если побольше взять. Войлок самое то для оттирания. И зубная паста. Он вот так вот легко снимается. Без особого нажима какого-то. То есть вот этот мельхиор, он постоянно тускнел. Его надо было чистить. А сейчас латунь применяется для подстаканников. Кстати, вот такие вот. Смотрите, как он оттирается у нас. Такие подстаканники, я знаю, не ценятся. Продают их. Кто-то покупает. Ой, смотрите, какая она черная стала. Ё-моё, вот это. Вот это да. Черноты-то сколько, а? Ну, смотрите, видите, да, она как переливается уже вся. Так, не тряпочку бы какую. Лучше, да? Чтобы быстрее это сделать. Можно тряпочкой. Вот она как оттирается. Макаем, оттираем. Так, пицца остынет, ну ладно. Ради того, чтобы посмотреть вот это чудо, да? Превращение. Мельхиора, потемневшего, вот красивый такой. Еще тут немножко. Еще немножко, еще чуть-чуть. Можно вот так вот делать легко, без каких-то особых нажатий, усилий. Смотрите, как мы его оттерли. Оттерли. Ну, раньше, помните, даже серебряная посуда была, да? Ее тоже начищали. Начистить, это вот мы сейчас начищаем. Черный какой он. У меня руки черные тоже будут. Очищаем все. Кстати, серебро, вот кто носит серебро, да? Оно же тоже тускнеет. У меня крестик, его приходится серебряный, да? Его приходится постоянно начищать. Ну, чистить, чтобы он такой темный не был, потемневший. Так вот делаем. Вот эти подстаканники, они ценятся. Вот это как винтаж, да? Советский Союз. Сколько у нас со времен распада Советского Союза уже? Это какой год? 21 год, да? Значит, Советский Союз у нас развалился после Беловежской пущи в 1991 году. Вот уже прошло 30 лет ровно, как мы живем в других странах. Но посуда вот такая она осталась. Чернота. Здесь какая черная. Ё-моё. Чернее
Так вот немножко потрешь, и уже смотрите, она как выделяется. Сейчас мы с вами ототрем. Фу, я уже устал что-то. Тереть. Давайте. Уж раз взялись за это дело, надо закончить его. Ну, это подстаканник вечный. С такого металла сделан, что ему фиг что будет. Такой прочный мельхиор. Вот этот. С него, кстати, делали посуду различную. Не только подстаканники, но и разную посуду. Ну, масленицы делали металлические. Еще что-то делали. Эти приборы делали. Приборы, вот столовые приборы, ложки, вилки. Но они тоже покрывались калиной, и дополнительно их покрывали серебром для того, чтобы меньше они тускнели. Серебро, оно менее такое окисляющийся материал, как бы, ну тоже все равно окисляется. Если серебряные вещи, допустим, вот вы носите, и у вас обильное потоотделение, да, от организма идет, то серебро, оно тускнеет и покрывается окалиной. Говорю, что мне приходится вот периодически чистить себе крестик, потому что он черный делается, причерный. А почистишь, он такой светленький, блестящий. Его потом помыть надо будет. Ну, посмотрим. Можно, знаете что? Есть такие инструменты для полировки. Вот им можно вообще быстро весь его прочистить. Ну, рукой, конечно, чистить вот приходится это туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Так. Ну тут черное все, смотрите, какая чернота. Ну зато он, смотрите, на темном вот эти светлые места как выделяются. Симпатично делает. А на латуни это искусственно уже. Так, темнение такое сделано. Искусственное уже. А тут как бы натуральное это все дело. Естественная вот эта темнота, она естественная здесь. Так, и вот эту вот ручку оттереть, что ли. Ручка вот эта тоже вся темная. Сколько лежал этот подстаканник. Я его последний раз чистил, наверное, года 2 назад. Вот за 2 года вот он так сильно почернел. Вот это. Окислы вот эти вот появились. Так, сейчас я почитаю комментарии. К сожалению, у меня руки грязные. Я их помою. Почитаю комментарии, если кто что написал. Хочу напомнить, что завтра еще будет один стрим. Там уже будут вкусняшки разные. Кому интересно, что за вкусняшки. Тоже примерно в это же время. По-нашему это будет где-то часов 10-9. Ну, по-нашему. У нас плюс 9 к мировому времени, кстати, в Якутске. То по отношению к Москве это плюс 6 часов. То есть, если у вас там, допустим, 3 часа, у нас 9 часов. Таким образом. Так, давайте вот это еще здесь снизу. И я тогда уже ее помою. Посмотрим на этот подстаканник. Так, по-моему, везде, да, все я зачистил. Такой, да.
Мгм. Так, теперь я его мою. С мылом, наверное, да, надо дополнительно. Такая есть губка. С мылом сейчас помою. Потом посмотрим, как оно выглядит. Так, о, готово. Тру насухо полотенцем. И сейчас мы посмотрим на настоящий подстаканник времен Советского Союза. Какие были в поездах дальнего следования. А сейчас латунные подстаканники. Они уже так не тускнеют. Вот это чернота, она искусственная. Вот, смотрите, как он стал выглядеть. Вот. Как определить, что он действительно советский? Вот переворачиваем. И здесь, вот там видно вам, нет? Надпись МНЦ. Вот символ завода этого, да? МНЦ. Цена С буква 2Р 55К. То есть настоящий такой винтаж, ретро подстаканник. Тяжелый. Слышите, звук какой. И вот такой надо еще стакан граненый обязательно к нему. Тоже, чтобы был он оригинальный, да, как мы определяем. Вот это вот эти буквы, да, здесь наоборот. Цена 14 копеек. СЗ какой-то завод. Еще какие-то буквы. Вот если так смотреть, можно увидеть, да, вот там цена 14 копеек. Еще советский стакан. Он, кстати, вот так вот звенит. По-моему, звонче чему-то. Вот этот. Так, и теперь мы берем наш иван-чай. У нас же пицца есть еще. Пицца, шница. Вот он, иван-чай. Смотрите, эти уже листочки, они оседают на дно. Фильтровать мы его не будем. Фильтровать не будем. Вот. Вот это латунный, короче, который сейчас делают подстаканники такие в поездах. А это вот оригинальный времен Советского Союза подстаканник. Здесь мы видим памятник, который в Берлине установлен. Вот, советский воин, освободитель. Держит ребенка, как мы видим, да? В Берлине такой памятник стоит. Мельхиор материал. А сейчас латунь. Так, пицца. Пицца остыла уже. Сейчас я пиццу еще разогрею. Такая пицца у нас 30 секунд поставлю. Пока я натирал, чистил этот подстаканник, чтобы показать, как он должен в оригинале выглядеть. Так, давайте комменты теперь почитаем. Чат, видны все сообщения. Как новенький. Да. Грани в стаканах бывает 16-20 и иное количество. Да, я про это читал, потому что и вот граненый стакан, его же не просто так вот граненым сделали, да, а это какая-то разработка. Вот сейчас даже воспользуемся нашим этим чудо-помощником, вот таким вот, да. Так, граненый стакан. Так. Граненый стакан. Вот видите, он пишет сам. Граненый стакан. Так, читаем. Граненый стакан. Сейчас откроет. Он же не просто так граненый, потому что кто-то захотел. Стакан обычно стеклянный сосуд, близкий к форме или без ручки и без ножки. Применяется для холодных, горячих. В последнее время часто используется подстаканник. Подстаканник это вот. Вот подстаканник, да?
Ну, сейчас у нас чашки распространены обычно. Описание. Так, где что еще? В России граненые стаканы были известны с, ух ты, он старинный, кажется, с 17 века, когда их гранили вручную. О, вот такой бы достать, ручной огранки. 21 грань, да? Угу. Сейчас я посчитаю, сколько. Одним из первых, кто освоил этот процесс, был Владимирский стекловар Ефим Смолин. Согласно легенде, он преподнес Петру Первому якобы не бьющийся толстенный граненый стакан с вином, который монарх, опустошив, бросил об пол со словами «стакану быть». И хотя сосуд разбился, свита истолковала это как призыв бить стаканы на счастье. Так, в 1756 году по инициативе промышленника Акима Мальцова началось строительство стекольной мануфактуры в поселке на реке Гусь. Название появилось здесь позднее город Гусь Хрустальный. Кстати, я помню, мы на поезде ездили, когда вот с Москвы на юг ездили, через этот Гусь Хрустальный проезжали. Но это были еще года, дай бог памяти, наверное, нулевые, да, или 90-е годы. И тогда торговали прямо на перроне вот этими посудой. В Гусь Хрустальном, когда поезд останавливался, куча народа выскакивала со всякой посудой, хрусталем там. И вот все пытались, значит, что-то реализовать. Ага. Ну, поскольку мы куда будем посуду с собой брать, ее везти туда-сюда, целое дело. Обычно мы все эти ничего там не покупали, но можно было взять какой-то хрустальный набор, сервиз там и так далее, там какую-нибудь вазу, ага, значит, вообще там недорого, да. Вот был такой, одна остановка в этом Гусь Хрустальном, да, а вторая остановка была какой-то, ну, тоже поселочек или городок был, там продавали мягкие игрушки. Там их шили, и, значит, вот это просто, я тогда не снимал, да, на видео, к сожалению, да, поезд останавливается, и все ходят с всякими мишками, там, чем там, собачками, ага, вот с этими мягкими, и все пытаются реализовать. Ага. Сосед, короче, по купе, значит, он вышел, ага, и купил такого большого, ага, ну, совсем недорого, мишку, по-моему, ну, для дочки он купил. Ну вот повез, представляете, да? Вот раньше зарплаты не платили, а завод-то что-то делал. Вот они прямо выходили с этими товарами, что там делают, и, значит, продавали. Привет, нормально, Никита. Вот покушали, значит, мы что сейчас? Мы покушали роллы, да? Сейчас у нас пицца разогрелась. Да, вот такие времена были. Пицца разогрелась, роллы съели, теперь пицца. Мы пьем чай. Чай у нас натуральный. Иван-чай. Вот сейчас я покажу, как он выглядит. Ну, коробочка это не из-под него. Вот так вот он выглядит. Цветочки. Вот Иван-чай. Вот так вот он выглядит. Все натуральное. Свое. Так, посчитаем, сколько граней на стакане. Так, вот тут я вижу метка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 граней. 16 граней. Цена 14 копеек. Советский еще. Ну, что с ним будет? Если его не бить, то с ним ничего и не будет. 16 граней. Да, вот я вспомнил про этот Гусь Хрустальный, то, что там раньше, когда вот были вот эти времена, 90-х, ага, там людям-то зарплаты не платили, и на этих остановках торговали тем, что производили в этих поселках, городках. Ну, в Гусь Хрустальном вот хрусталь делали, ага, значит, там где-то мишки какие-то делали, где-то рыба, значит, там добывалась, рыбу там можно было копченую, там какую-то всякую разную взять.
Ну, прикольно, да? Сейчас уже как-то не так все стало. Ага, сейчас там вот эти, мне не нравятся эти ларьки, стали, где продают вот этот доширак, эти бич-пакеты, и причем они такую цену заламливают сумасшедшую. Там вот этот доширак, он 100 рублей стоит, там, блин, короче, ну, сами понимаете, навариваются очень хорошо, пытаются, по крайней мере. Ну, а что делать? Вы едете на поезде, вам есть захотелось. И вы, значит, что будете? Ну, вот еды нету, ни с собой не взяли, да? Ну, купите, да? Купите. Даже доширак за 100 рублей. Погода в Якутске у нас, короче, я уже говорил, вчера утром снег нападал. Причем было снега так много, что, значит, даже гололед был. Ну, минусовая температура, там небольшая, но минусовая, да, как бы. Все, ничего не таяло, да, с утра. А уже где-то с обеда потеплело и начало все таять, все растаяло, короче. Сегодня я выходил, уже снега никакого нету, как будто бы его и не было, все растаяло. Температура плюс 4 градуса. Сейчас я, кстати, посмотрю, сколько тут на окошке градусник висит. Сейчас я гляну, сколько градусов. Так, вот, плюс 2 градуса. Сейчас у нас время, сейчас 11 часов 42 минуты, да? 42 минуты? Угу. Так, ну что, короче, потеплело. Потеплело, все растаяло, все эти льды, там все, что было. Кстати, переправа закрывается у нас скоро уже. Так, во, давайте пиццу попробуем. Маргарита или как она называется? Вот так вот она. Горячая. Такая, не знаю, надо, не надо ее чем мазать. По-моему, пиццу ее ничем не мажут. Она уже тут имеет соус какой-то. То есть все. Короче, потеплело, да. Еще раз про погоду. Сразу... Ну, вкусная. Сейчас даже на юге потеплело. В Геленджике сегодня смотрел, купались люди. 30 градусов днем было. Причем, ну, заказывайте. Это мы заказывали. Служба доставки есть в городе. Туда звонишь и заказываешь. Я привезу пиццу, что хочешь. Она вкусная. Такая сырная, помидорная. Ну тут, по-моему, мяса нету, что ли, она вегетарианская. По-моему. Так, ну что, давайте чаек. Вон чай. Травка, я думаю, вот это не повредит, если даже ее проглочу. Во-первых, запах. Какой запах отсюда, если вы чувствовали. Такой нежный. Вообще идеально. С иван-чаем, да еще в подстаканнике. В фирменном РЖДшном пить иван-чай, это самое то. Пицца суховата, наверное, потому что я ее 2 раза разогревал. Вспомнил, какую пиццу мы заказывали нынче, когда на поезде ехали. В Уфе, кстати, по-моему, да? Пиццу заказали, точно в Уфе. Она такая толстая, что мы ее просто не съели. Там вот есть же бортик вот этот, да? Пиццы. Вот там в бортике пиццы были сосиски. Вот вы не поверите. Сосиски. Это закрученный внутри бортика пиццы. Вот такая пицца была. Ну там мясо, все. Отдали за эту пиццу рублей 600 или 700, где-то так, в таких пределах.
Мы ее потом, короче, ели дня два, наверное. Ну, сразу не смогли съесть, потом растянули удовольствие. Кстати, прикольно ехать и вот заказывать в поезде на остановках в ресторанах еду. Вам туда приносят, пожалуйста, доставщик еды с этого ресторана прямо к поезду. Берете. Пока поезд стоит, обычно на больших каких-то станциях. Ну вот мы ехали от Новосибирска до Симферополя. Это можно было еду заказать в Челябинске, в Омске и в Уфе, по-моему, да, вот в 3 городах. Там можно супчики, кашки. То есть, если у вас какой-нибудь несварение желудка, да, и вам вот этот доширак нельзя есть, вы можете заказать супчики, кашки, диетические с ресторана прямо. Ну, классику, пиццу, суши, роллы. Вот эти тоже заказывают. Причем по ценам нормальные цены, недорогие. Видать, эта тема еще не так раскручена. Поэтому цены не залавливают. Можно еду в ресторане тоже заказывать. Ну, там уже такая стандартная идет. РЖДшная еда, как бы без особых каких-то таких изысков, да, как в ресторане, да, то, что в ресторане вот, там, супчик там такой какой-то, такой наваристый, да, здесь уже что-то попроще, кашку там, что-нибудь, курочку такого плана. Поэтому можно ехать смело. Можно заранее заказать, можно пока едешь заказывать. Там, кстати, даже сейчас на столе, что уже есть в поезде, да, на котором мы вот ехали, видели QR-код приклеен, где по которому можно вот эту вот еду заказывать. То есть вы телефоном сканируете, и у вас автоматически переходит на сайт, где можно сделать заказ еды. Поэтому голодными остаться довольно сложно. Постоянно ходят, там что-то продают. Можно у этого проводника тоже покупать, там целый у него, целый магазин каких-то продуктов. 7 лайков. Так, посмотрим, почитаем. А если вместе с СССР, то 16 республик. Да? То есть вот этот получается, это сколько республик было, да? Давайте посмотрим. 16 республик. Чудо-помощник. Так. СССР, республики. Так, сколько было союзных республик? Сколько было союзных республик? «15 союзных республик», точно. 15 союзных республик. Российская СФСР, РСФСР, Украинская ССР, Белорусская, Советская Социалистическая Республика, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская, Эстонская. 15 республик. А я тут 16 граней насчитал. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Здесь не хватает еще одной СССР. Карела. Как-то называлась она. СССР. Раньше была Карельская ССР, что ли, сейчас я вам скажу. Как она? Тогда было вот, точно 16. На ВДНХ даже есть здание вот этой, там же по республикам, да? По зданию на ВДНХ, если кто было, по республикам СССР, какие были раньше, значит, павильоны вот эти. Карело, финская СССР. Так, вот была точно такая. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика. Ну, вот это сейчас какая? Карельская, да, область. Она граничит с Финляндией. И раньше, получается, было 16 союзных республик. Вот. А в этом стакане граненом, еще раз считаем. Вот у меня меточка здесь есть, да, вот это пятнышко, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ровно 16 граней. То есть сколько было союзных республик. Так, а когда это союзная республика? Ее убрали. По-моему, ее так, 31 марта. Так, союзные в составе СССР с 31 марта 40 по 16 июля 56 года. Когда Карело-Финская ССР был изучен статус автономной республики в составе РСФСР. Карельскую ССР преобразован в 56 году. Но это уже при Хрущеве, как бы, да. Да, ну вот, видать, это того времени стакан, когда было 16 союзных республик и 16 граней, соответственно, на стакане. Стоит стакан 14 копеек. Вот цена, если наоборот смотреть, вот так вот, там видно. 14 копеек. Так, ну что, доедаем пиццу, шницу. Какие вопросы есть? Если задавайте, пишите. Пицца тоже вкусная, но суховатая. Суховатая. Помидор или что это? Перец. Что-то такое. Сыр. Идеальный чай. Такой, еще знаете, как сделать, как в поезде. Так, чтобы это стол качался и звук лицо. Тут даже что-то подгоревшее. Немного. Подгоревшее, говорят, не надо есть, да? А вообще, наелись. У нас уже, кстати, 12 часов. Без 5:12. Точное время. Через 5 минут будет уже 10 октября. Интересно, завтра как погода будет. Можно даже глянуть. Да, пожары. Сколько километров от Якутска до тайги? Рядом. То есть вот как Якутск, где находится Якутск, он находится
в долине Кильмада. Довольно большая такая долина, где-то протяженность ее километров 40. То есть это от Табагинского мыса до Кангаласского мыса. Вот это все низина. Все низина, все, короче, пойма реки. Раньше река вот разливалась в этих пределах этой поймы. То есть и с одной стороны получается там как бы гора такая, сопка. Сопка. Вот если ту сторону взять реки, да, где Бестях Нижний, там прям резкий обрыв, значит, и значит, сразу начинается вот эта гора, как бы, да, то есть, чтобы в Бестях подняться, надо резко вот так вот в гору, прямо с причала резко в гору поехать. А здесь у нас, чтобы до горы доехать, надо несколько километров, короче. Ну, только вот гора она в двух местах выходит, получается. В районе Табаги, к реке, и в районе, значит, Кангалас. И все вот это расстояние, километров 40, оно вот равнина. Равнина, вот в этой равнине находится город Якутск, также поселки Хатасы, Владимировка, Табага, Марха, значит, Жатай, Захаровка. Вот это все в этой равнине. Эти поселки находятся. Ну и как бы тут нету тайги. Вот здесь нету тайги. То есть тайга это туда надо на гору залезть, ага, и, короче, уже за гору. То есть вот за эту сопку получается. То есть от там есть поселок Маган у нас. Маган рядом, 16 километров от Якутска. Вот как раз туда, если поднимешься, и он стоит вот там вот уже с другой стороны этой горы, да, как бы, и вот там уже тайга. То есть он костер, пожар подходил, был где-то в 40 километров от этого. То есть относительно близко. Относительно близко, и, соответственно, дым вот этот он заволакивал вообще. Тут не продохнешь. Ну, его затушили удачно, успешно, да, там старались уже, потому что как столица будет полностью как бы в дыму, это просто ужас. Тут люди-то могут и не выжить, кто-то не может. Ну, таким воздухом тяжелым дышать не каждому по силам. Вот этот угарный газ, это все, оно же витает, да, как бы, поэтому тушили. Но пламя, вот оно бы не дошло бы до Якутска однозначно, да, потому что, я говорю, он как бы вот этой сопкой он отделен. То есть, если лес бы там горел, то сюда бы он просто не дошел, потому что леса здесь уже нету. Как бы вот здесь вот, когда спускаешься, здесь его просто нету. Тут гореть нечем в этой пойме. Так, да, подходил где-то километров 40 был от Якутска. Ну, все зависит от розы ветров. Так, вот сухарики, да, остались вот эти вот. Все зависит от розы ветров, куда она дует. Если в сторону Якутска, то, ну, конечно, очень была сильная загазованность. Надеемся, что в следующем году все будет нормально. В Якутии, ну, конечно, ну, сгорела-то малая часть. Много, но малая часть. Если в процентном отношении, я вам не скажу точно, да? Там как бы кроме Якутии горели еще территория Красноярского края, там Магаданская, Хабаровский край тоже горел, как бы Иркутская область горела. То есть рядом. Конечно, осталось. Ну, и пожар-то он такой, что он не выпалил все подряд до, как бы, деревья же не до основания все сгорели, а, ну, верховой, как бы, да, то есть вот эти вот ветки там погорели, то есть как бы деревья-то они многие выжили, как бы, то есть, ну, новые, значит, листья вырастет, ничего страшного не будет. То есть, как бы лес, он сохранен, да, в большинстве.
Ну, просто в процессе пожара, естественно, вся вот эта живность, которая была, значит, животные, которые в лесу жили, насекомые, они, значит, которые не смогли там куда-то убежать, они погибли. Вот таким образом какие-то поселки даже сгорели, значит, в Якутии. Ну, и которые рядом с лесом находились, на них просто пламя перекинулось на деревянные дома, и там вот один поселок полностью сгорел. Ну, его восстановили, жильцам уже, насколько я знаю, жилье предоставили. Я не знаю, слушайте, что будет. Ну, его, наверное, нет, да. То есть, ну, здесь они же не вырубают не всякий лес, да, а лес, который можно использовать там для экспорта, для строительства, да, а обычные там какие-то деревья там, которые здесь у нас, может, они не нужны никому, да. Там из него такую деловую древесину его, может, и не сделаешь, ага. Поэтому тут не всякий лес еще под стройматериал такой, который не необходим, допустим, подойдет. А тут тем более надо учитывать, что вот, чем ближе на север, тем лес, он получается у нас меньше по размеру, да, то есть деревья меньшей высоты, ну, в связи с тем, что уже холодно, да, чем ближе на север, холоднее климат и, соответственно, меньше солнца, ну и, соответственно, все эти деревья, они по высоте меньше, и, соответственно, у них все эти, ну, понимаете, ствол там тоньше, все, поэтому вырубать, я не знаю, там, кому, ну, если только на дрова там, как бы, ну, я особо не разбираюсь в этих делах. Я думаю, что все заживет и будет нормально. Единственное, что, конечно, экология планеты вот из-за этих пожаров, значит, загрязнение воздуха произошло большое. И как это повлияли эти пожары на экосистеме, на озоновом слое, вот это вопрос. Может, даже в негативную сторону как-то больше дыма образовалось, парниковый эффект больше. Как вы думаете, эти пожары происходили из-за природного фактора или больше человеческий? Ну, если бы я знал, да. Ну, сухо было. Сухо было и жарко было. Уже несколько лет подряд у нас что происходит летом? То, что пожары часто летом происходят, и где-то уже с июня месяца мы, вот город в дыму, город просто в дыму находится. Ну, связано с это, как говорят, с потеплением климата, то, что жарче, то, что лес старый, он сгорает, как бы ему легче загореться, поэтому и пожары. Ну, так говорят, да, как бы. Ну, а какие на самом деле здесь, значит, причины, я не знаю. Я не знаю. Это должны какие-то следователи разбираться, значит, какое-то расследование должно быть произведено, от чего все эти пожары. Ну, на основании этих заключений только можно сделать уже действительно заключение, от чего эти пожары. Ну, конечно, да, люди выезжали какие-то, много выезжает, вот охотников там всяких в леса, просто отдыхающие едут много, любят шашлык они, все это дело есть сейчас. Естественно, шашлык развели там, не затушили, угли остались, могло разлететься, и вот вам источник пожара. Конечно, человеческий фактор и сухость природы здесь все сыграло. Потепление климата. Ну, то, что дополнительно, конечно, вот эти пожары, этот угарный газ, то, что в воздухе, да, кстати, вся копоть, она дополнительно, конечно, негативное явление, значит, фактор
для целом экологии всей планеты. То есть вот эти якутские пожары, они повлияли не только на экологию региона, там, ага, ну, на всю землю. Всю землю однозначно. Ну вот уже мы видим, что с селидом большие происходят сходы земли. Вот как недавно в Сочи произошло от того, что много выпало осадков этим летом, а там были какие-то пустоты, которые заполнились, и значит, водой заполнились от дождей, и, соответственно, произошел оползень, правильно, да, оползень произошел. И вот эта почва, она вся двинулась, там что-то обвалилось, и, короче, вот те дома, которые стояли, они на 90, говорят, метров уехали вниз. Представляете, 90 метров. Там целый какой-то коттеджный поселок был, ага, значит, и он весь съехал. Какие-то дома даже обрушились там, упали. Я бы хотел приехать в Якутск. Ну, приезжать, но надо, ага, значит, знать, когда приехать. А сейчас как бы такой не супер время, да, то есть лучше, наверное, в самый мороз приезжать, да, если вы хотите попробовать эти ощущения холода на себе, да, то есть это декабрь, ноябрь, декабрь, январь, значит, месяцы лучше вот в эти месяцы приезжать, ага. Много туристов, кстати, приезжает в это время, чтобы почувствовать. Или летом. Или летом тоже. Лето хорошее. Вот праздник Эсэх проходит в июне месяце. Вот на него приехать, если, ага, значит. Ну вот у нас проблема опять с этой пандемией, то что из-за пандемии никакие вот эти массовые мероприятия не проводились, и все праздники, вот эти, в том числе Эсэх, второй год подряд уже проводятся онлайн, то есть опять ехать, какой смысл, да? Поэтому, ну а так, конечно, тут интересно, ну вот в Якутске, потом по реке сплавать, куда-нибудь до Тикси, интересно по реке, да, либо на Ленские столбы сплавать, ага, вообще шикарно. Ну опять в этом году опять пожары были сильные на Ленских столбах, там горело все, дымина такое, наверное, видели, сколько дыма там пожара было. Опять, то есть, как год такой вот, лето было не супер у нас, неудачное, да. Ну вот зимой приезжайте. Зимой в декабре, январе, когда самый морозец уже будет, тогда и приезжайте. Тогда почувствуете на собственном носе вот этот холод. Походите в мороз. Ну, надо, да, надо приезжать зимой и летом. 2 раза в Якутию обязательно. Чтобы летом природа, природа у нас хорошая, чистая. Рыбалка, охота. Поэтому для любителей экологического отдыха вот у нас самое то отдыхать. Так, ну что, по-моему, да, лучше в мороз, самый настоящий якутский мороз. Да, декабрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, да, вот эти вот месяца у них. Так, ладно, 2 часа 5 минут. Все уже, я заканчиваю стрим. Завтра тоже будет стримчик. Там кое-что мы с вами попробуем. Так что, если кому интересно, завтра примерно в это же время, что и сегодня. По Москве это будет где-то либо 3 часа, да, 3 дня, 4, вот так вот. Пока. Всем пока. Спасибо за японский вечер. Весело с вами. Спасибо, спасибо, да. Вот такой вечер сегодня был. Там, конечно, не без огрех. Там это ролла насыпалась сегодня, разваливалась, что-то падало. У меня даже телефон упал.
Ага, ну, ничего, выстояли. Пару было раз зависание стрима по каким-то причинам. Ну ничего, вот добрались до конца. 2 часа 6 минут. Всем пока. Так, нажимаем крестик.